Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о смертельной аварии на трассе М7 в Зеленодольском районе. Вон пострадали, видишь, что? И я сейчас по этапу пойду. Возле деревни Исаково погибли 4 человека. Покажем последствия дорожно-транспортного происшествия в Высокогорском районе. Водитель КАМАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Вышел из магазина и получил ножевое ранение. Он на встречу попался, кряхтел, пыхтел, чуть ли сознание не терял. Прохожий спас жизнь человеку на улице Максимова в Казани. Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в больницу. Таковы последствия трагической аварии, произошедшей сегодня днем в Зеленодольском районе вблизи деревни Исаково. На 753-м километре трассы М7 Москва-Уфа столкнулись 4 автомобиля. Автовоз «Скания» буквально раздавил «Ладу Ларгус». Удар был такой силой, что легковушка превратилась в груду бесформенного металла. С места трагедии репортаж Ленара Гинатуллина. Картину происшествия восстановили участники аварии и очевидцы. Они рассказали, что автомобили, едущие в сторону Казани, остановились возле деревни Исаково. Причина – дорожные работы на мосту через Свиягу. Из-за ремонта транспортный поток в обоих направлениях пускали по очереди. Регулировал движение установленный светофор. У нас красный горел. Я подъехал, встал вместе со всеми. Буквально минуту встал, и через минуту вот. По предварительной версии, за длинномером следовал «Лада Ларгус», а за ней автовоз. Отечественный автомобиль остановился, а следующий за ним большой груз сделать этого вовремя не успел. Он протаранил легковушку на скорости 60 км в час. Как итог, «Ладу» зажало между двумя фурами. В момент столкновения в салоне автомобиля находились 5 человек. Из 5 пассажиров выжила только одна пассажирка, и ее сразу же госпитализировала прибывшая на место карета скорой помощи. Пассажирку легковушки с различными травмами доставили в больницу, при этом она находилась в сознании. 2 женщины и 2 мужчин погибли на месте. Их тела спасатели извлекали из искореженной машины. Водитель автовоза не пострадал, от комментариев мужчина отказался, но отметил, что не мог остановиться из-за неисправности тормозной системы. Тормоза отказали. Всего в аварию попало 4 транспортных средства. Водитель «Пежо», следовавший за автовозом, тоже не успел среагировать, из-за чего въехал в заднюю часть грузовика. 4-й участник ДТП рассказал, что фура остановилась лишь за секунду до столкновения с «Ладой». Очень резко остановился, аж машина подпрыгнула, а я не успел затормозить. Автомобилисты остались ждать на месте следственно-оперативную группу. Им предстоит определить степень вины каждого участника аварии. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112». 1 человек погиб в результате страшной аварии в Высокогорском районе. На 819-м километре трассы М7 Москва-Уфа возле кладбища поселка Кендери столкнулись 3 большегруза. Сразу после столкновения начался крупный пожар. 2 грузовика сгорели дотла еще до прибытия огнеборцев. На месте происшествия побывала Нафиса Минязова. Грузовики, охваченные пламенем, попали на телефоны едва ли не каждого проезжающего мимо автомобилиста. А черный дым от пожара был виден даже в Казани. Многочисленные очевидцы вызвали пожарных сразу после происшествия. Впрочем, к их приезду 2 грузовика уже вовсю полыхали огнем. Давай на пару метров. Давай назад чуть ведем. По предварительным данным, пожар начался после столкновения фуры ДАФ с 2 КАМАЗами. Потому что я из-за фуры не видел, что они стояли. Водитель фуры находился в подавленном состоянии. Отметил, что ехал по трассе М7 в сторону Москвы. Возле кладбища поселка Кендери дальнобойщик двигался за длинномером, который неожиданно перестроился влево. Из-за этого мужчина слишком поздно заметил грузовики, стоящие на краю проезжей части. Остановить свое транспортное средство, груженное металлическими трубами, он уже не успевал. Не хватило ни времени, ни расстояния. Угол задел, а те на жесткой цепке. Вот он задний угол задевает КамАЗ, тот толкает передний, а передний жесткая цепка, видать, руль вправо был. И его вот так вот вылезли туда. И вспыхнули. Очевидец также рассказал, почему грузовики изначально стояли на краю проезжей части. 1 КамАЗ сломался, после чего водитель 2-го грузовика остановился и предложил отбуксировать неисправный автомобиль на жесткой сцепке. Спустя несколько минут произошло ДТП. Погибший водитель грузовика находился между 2 КамАЗами и пытался отремонтировать свое транспортное средство, но сделать это у него не получилось. Его зажало между 2 многотонниками. Он погиб еще до прибытия скорой медицинской помощи. После столкновения большегрузы вспыхнули как спичка, а предполагаемый виновник аварии чудом остался в живых. Когда все вспыхнуло, вот у него такой проемчик маленький был, он еле-еле вылез. В результате столкновения автоинспекторам пришлось временно перекрывать движение в Москву, из-за чего на трассе началась пробка. После того, как пожар был потушен, за дело взялись следователи. Вероятнее всего, предполагаемого виновника аварии будет ожидать судебное разбирательство. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».
Не справился с управлением и перевернулся. В Набережных Челнах «Лада Калина», двигаясь по Казанскому проспекту, опрокинулась на крышу, предварительно налетев на бордюр. 24-летний водитель отечественного автомобиля отделался легкими ушибами. По предварительным данным, автомобилист не соблюдал скоростной режим. В Казани задержали бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по республике. 36-летнего Ильнара Залялова подозревают во взяточничестве. По версии следствия, экс-полицейский в 2014 году получил деньги и строительные материалы на 500 000 рублей от 2 жителей Татарстана. Со своей стороны пообещал обеспечить им покровительство. Сейчас Залялов задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Хотел украсть 2 бутылки коньяка, но пронести через кассу не решился. С таким заявлением обратились в полицию сотрудники магазина по улице Окольная. Внимание работников торгового заведения привлекло поведение молодого человека. Он взял товар с полки и ходил с ним в магазине около получаса. Почуяв неладное, сотрудники универмага вызвали стражи порядка. Несмотря на то, что кражи не было, молодого человека все же забрали в отдел полиции. Почему, расскажет Альбина Минибаева. Ну, на видео же видно, что пытался засунуть сумку. Я ничего не крал. В желании украсть 2 бутылки коньяка молодой человек признаваться не стал, но в том, что он хотел выйти из магазина с неоплаченным товаром, были уверены сотрудники заведения. Полицейским они показали записи с камер видеонаблюдения и рассказали, что мужчина в течение получаса ходил по магазину со спиртным в руках. По его поведению они поняли, что покупать алкоголь он не собирался. Ну, зачем ты тогда заходил, раз он ничего не покупал? 2 коньяка взял. Я сейчас же группу сюда вызову, отпечатки пальцев снимут. Ну, говори сам, как есть. Будешь рассказывать, нет? Нет. Комментировать произошедшее молодой человек не стал. По рассказам очевидцев, заметив на себе пристальный взгляд сотрудников магазина, он поставил спиртное обратно на стеллаж. Впрочем, работники супермаркета сыграли на опережение и вызвали полицейских. Несмотря на то, что украсть он ничего не успел, задержанного доставили в отдел полиции, так как его заподозрили в совершении кражи из другого магазина. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Украли телефон, деньги и поранили руку ножом. Именно такую версию событий рассказал 43-летний казанец случайному прохожему. Молодой человек, проходя этой ночью по улице Максимова, заметил мужчину, сидящего в луже собственной крови. Понимая состояние раненого, он вызвал ему бригаду медиков и полицейских. Все подробности в материале Рамиля Шайдуллина. Я просто шел из магазина, и он навстречу попался. Кряхтел, пыхтел. Чуть ли сознание не терял, я решил вызвать скорую. Прохожий рассказал, шел из магазина по улице Максимова домой. На середине пути он увидел раненого мужчину, сидевшего в луже крови. Тогда же вызвал скорую помощь и полицию. И чтобы раненый не потерял сознание, начал вести с ним беседу. Сказал, напал маньяк. Да, со сгорди где-то. И вот. Он до сюда потом пешком дошел? Что ли? Пешком. И никто скорую не вызывал? Никто не вызывал. Пострадавший мужчина рассказал, что выпивал в нескольких барах. Последней стала рюмочная на улице Ленинградская. И, выйдя из нее, на него напал неизвестный. Ударил ножом по руке и скрылся с места происшествия. Сказал, что ограбили сумку, кошелек, телефоны там, все такое. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования. Вероятнее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Жители 31-го дома по улице Чистопольская проснулись этой ночью от запаха едкого дыма. Как оказалось, в одном из подъездов на 4-м этаже горела квартира. Справиться с возгоранием хозяева помещения смогли самостоятельно еще до приезда пожарных расчетов. Нафиса Минязова была на месте события и поговорила с местными жителями. Я спал, просто дети разбудили. Возгорание началось поздней ночью, когда местные жители уже спали. Проснулись, что называется, всем домом. Кого-то разбудили дети, а кого-то и вовсе эвакуировали на улицу пожарные. Как выяснилось, на 4-м этаже горела квартира. Ну, получается, этот полотенце забыли. Да, полотенце на плите, чайник поставили. Как оказалось, хозяйка квартиры поставила на кухне греться чайник. Рядом с конфоркой тогда находилось полотенце, которое как раз-таки и стало причиной пожара. Справиться с огнем хозяева смогли еще до приезда огнеборцев. В результате пожара почти полностью сгорел кухонный гарнитур, а квартира пропахла едким дымом. Никто из жителей дома за помощью к медикам не обращался. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.